В Азнакаевском районе на месте заброшенной деревни появилась памятная стела. Этой точки уже нет на карте России, но именно отсюда родом герои Великой Отечественной войны, труженики и известные татарские артисты. Почему памятный знак установили журналисты, расскажет Дмитрий Второв. Этого населенного пункта нет на карте России, но в памяти людей он живет. Отсюда герои Великой Отечественной войны, труженики и знаменитости. Наджиба Иксанова вспоминает, как в родной деревне Новый Ташлыяр, еще совсем маленькой, участвовала в любительских спектаклях. Это же память, так что это моя святая земля. Это моя святая земля. И для всех нас, где мы родились, это земля наша родная. Деревня не стала 80-е годы прошлого века, осталось только заброшенное кладбище. Сегодня, благодаря связистам компании «Таттелеком» и местным народным избранникам, место погребения стало настоящим мемориалом, а на въезде появилась памятная стела. Хорошее дело, которое, наверное, будет толкать только на позитив, только воспитание молодежи, что именно вот так надо хранить нашу историю, беречь нашу историю. Вот тогда будет все нормально. Эта деревня еще попадет на страницы республиканских изданий. На торжественном открытии стелы побывали журналисты со всей республики. Выездное заседание Президиума Союза журналистов провели в Азнакаевском районе. Главная тема – кадровый голод в национальной журналистике. Сегодня в изданиях не хватает опытных мастеров пера, пишущих на татарском языке. Средний возраст становится больше. Молодежь в профессию охотная не идет. Конечно, надо искать внутренние резервы, как повышать заработную плату журналистам. А именно эту проблему, низкую заработную плату журналистов, сегодня практически все коллеги назвали одной из важнейших проблем, почему в журналистике не задерживаются талантливые люди. Главные редакторы газет и журналов обратили внимание на опыт некоторых стран. Есть примеры, когда кадры для СМИ готовят в рамках специальных государственных программ. Не исключено, что подобная отраслевая программа появится и у нас. Дмитрий Второв, Руслан Ермеев, Ильдар Софиуллин, Вести, Татарстан, Азнакаевский район.